Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 9 ноября, и вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Поскольку прямой эфир, задавайте вопросы на нашем портале nvk-online.ru. Звоните нам в студию, телефон 35 33 10, вы его видите на своих экранах. Мы будем рады, как всегда, любому интерактивному общению с вами. Итак, сегодня у нас в гостях руководитель Департамента занятости населения Республики Саха-Якутия Степан Москвитин. Степан Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас приветствовать здесь в студии. Давайте сразу, что сегодня с безработицей в республике и как кризис может отразиться на ее росте или не росте? Ну вот вкратце, рынок труда сегодня характеризуется довольно стабильными показателями. Так, если говорить об уровне безработицы, то она на сегодняшний день составляет 7%. Так, 7%. Это аналогично показателю прошлого года, когда еще не было кризиса. Количество безработных 37 тысяч. В прошлом году была отметка 37 300 человек. Ну, в общем, такие неплохие показатели по количеству занятых в экономике. 466 600 человек у нас считается занятыми. Это на 2500 человек больше, чем в прошлом году. Так? Ну, несмотря на это, конечно, есть так называемые факторы риска. У нас возросло количество работников, которые работают не полный рабочий день. Их относительно прошлого года в 3 раза почти больше. Около 650 человек сегодня вот в режиме неполного рабочего дня работают. Ну, в основном это... А почему вы называете это факторами риска? Они могут быть, конечно, можно посмотреть, что они могут и выйти на рынок как и безработные. Так? Понятно. Это в основном отрасли геологии, геофизики, ну и связано это с тем, что с недофинансированием со стороны федеральных структур, Роснедра и так далее. Да? Поэтому в целом, значит, ситуация, повторюсь, стабильная. Так, ну, как вы говорите, может ли быть кризис или нет к концу года? Ну, сегодня... Нет, я спросил, как кризис может отразиться, собственно, на росте или стагнации, на безработицы. сегодняшний день, да, вот в начале года был правительством принят комплекс мер по стабилизации экономики и социальной сферы. Действительно, это 500 системообразующих и градообразующих предприятия от республики получили поддержку. Так, поэтому мы сегодня наблюдаем, что кризиса нет. Да? Но если, не дай бог, как говорится, что-то случится со стороны, не зависящей от республики, внешней стороны, да, мы в начале года также подготовили программу дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. Данная программа, она утверждена указом главы Республики Саха-Якутия. Более того, она сегодня согласована с Минтрудом Российской Федерации. И если, значит, будут кризисные явления, конечно, она заработает уже в полную меру. Да? На сегодняшний день, поскольку на рынке труда относительная стабильность, данная программа, она как вот, запасной вариант, она у нас находится. Но наш бронепоезд на запасном пути. Понятно. А прогнозы вообще неблагодарное дело, да? Прогнозы не будем делать на ближайшее время. Согласен, мы не вольны предугадать. Но, тем не менее, правительство контролирует ситуацию. Так, прогноз сегодня, тем не менее, составлен. По данным Минэкономики Республики, он не превысит отметки 7,4%. Мы с этим согласны. Мы думаем, что так оно и будет. Вспоминается шутка такая. Россия неунывающая страна. Любой прогноз для нее оказывается оптимистичным. Это точно. На какую помощь может рассчитывать человек, на какую помощь вашего департамента занятости может рассчитывать человек, который оказывается на пороге увольнения или, собственно говоря, уже уволенный? И, собственно говоря, может быть, на какую помощь в стартапах может рассчитывать человек, который хочет открыть свое дело? Да, ну вопрос действительно интересный с точки зрения того, что сегодня департамент по своей программе содействия занятости населения реализует вот активную политику занятости, да, в рамках которой есть достаточно такие интересные мероприятия. Но первое мероприятие – это трудоустройство граждан, которые находятся в поиске работы. Мы ежегодно оперируем своей базой данных по вакансиям. Порядка 9 тысяч людей трудоустраиваем. Так? Это такие плановые показатели. Этот план мы, наверное, в этом году тоже постараемся выполнить.
Второе мероприятие, которое весьма востребовано, ну, в особенности населения, я бы сказал, так, это программа содействия самозанятости населения. Суть данной программы заключается в том, что мы на конкурсной основе, это служба занятости, выделяет средства в размере 82 тысяч рублей на открытие своего маленького дела. Да. Поэтому на этот год у нас запланировано 350 таких, значит, проектов. Так, сегодня мы провели балансовую комиссию, достаточно успешно реализуется мероприятие, оно востребовано. Так. А это любой человек может обратиться? Это любой человек, который находится либо в поиске работы, либо он считается уже безработным человеком. Так, это категория граждан. Да. Так. Вот, дальше у нас есть, ну все, наверное, знают такое мероприятие, как временное трудоустройство граждан. Так, это общественная работа на селе, тоже достаточно востребована, порядка 4000 человек по республике мы этим мероприятием, значит, тоже охватываем. Это порядка, ну, в размере, в период от месяца до 3 месяцев сезонной работы. Здесь тоже люди задействованы на общественных работах. Они разные, так. Так. Отдельная статья – это, значит, работа по инвалидам. Так, здесь мы получаем федеральные субсидии на оборудованные места. Есть у нас закон по квотированию, значит, инвалидов. Да? 86 человек в этом году мы тоже по плану должны, значит, обеспечить. Ну, мы тоже их обеспечиваем. Ну, разные, это с опорно-двигательным аппаратом и так далее, да, как понятно, правило, да, и так далее. И ряд других мероприятий. Ну и, конечно, те граждане, которые признаны безработными, им выплачивается, значит, пособие по безработице. Это порядка тоже 9000 человек за год получается, да, и это пособие, ну, в размере 7-8 тысяч рублей они ежемесячно в течение года получают. Меня интересует первая программа, упомянутая вами, 82 тысячи рублей. Контроль осуществляется как и как часто? Так, потому что пошел человек, проел. Нет, у нас это прописано в условиях предоставления этой материальной поддержки. Так, службы занятости на местах, они все это мониторируют. Так, и в течение 3 лет, конечно, он должен это рабочее место для себя создать. Трудовая мобильность, такое словосочетание. А как в республике действует она, вот эта вот программа, да, перемещения людей, незанятых, по свободным вакансиям? Да, вопрос весьма актуальный. Вы знаете, что вот с 1 января 2015 года внесены изменения в федеральный закон содействия занятости населения именно в части повышения трудовой мобильности. Да. Суть данного проекта заключается в том, чтобы из трудоизбыточных регионов Российской Федерации переселять там, где трудовые ресурсы не хватает. Ну, то есть, грубо говоря, с южных, с западных регионов переселять их на Дальний Восток, в Сибирь и так далее. Так, эта программа общефедеральная. Сегодня, значит, 12 пилотных субъектов у нас выбрано: Красноярский край, Приморский край и так далее, Иркутск, Забайкальский край, да. Но по решению правительства, я думаю, это очень правильно, мы весной этого года отказались от этой программы, так, с тем, чтобы защитить наш местный рынок труда, так, мотивируя тем, что у нас территория очень большая, и расходы на переезд, переселение граждан, если взять, например, Тикси, там до Якутска или до Неринга лететь, это уже такие же расходы, как, да. Поэтому мы защитили эту программу, комплекс мер, направленных на содействие переселению граждан. Да, вот в течение, значит, 4 лет мы должны оказать содействие порядка 1000 граждан, ну, с семьями переселения. Ну, речь идет, конечно, прежде всего о переезде, переселении из сельской местности рабочих кадров там, в промышленность, ну и не только это, да. Суть в том, что мы, значит, во-первых, создаем базу данных, безусловно, да, желающих переехать по уровню квалификации там, и так далее. Во-вторых, конечно, вот все центры занятости населения, которые у нас есть в республике, они выступают тоже в качестве логистических центров или операторов данного процесса, выискивают вакансии и так далее. Так, и правительство республики, ну, через департамент занятости предоставляет им сертификаты денежные, так, стоимостью 200-250 тысяч рублей. Так, и получив этот сертификат, работодатель уже привлекает эти трудовые ресурсы для себя. Так. Прежде всего, это крупные предприятия, ну и средние предприятия тоже. Вот такая программа внутренней мобильности, она у нас заработает с 1 января
вот 16 года. Да, и будущего. продлится пока по 19 год, ну и там дальше будет развиваться. Хорошо. Иностранная рабочая сила. Вы влияете как-то на миграционные процессы с учетом востребованности в той или иной области? Да, вот иностранная рабочая сила, мы тоже здесь задействованы. Мы выступаем оператором именно вот, по внесению предложению и обоснованию иностранной рабочей силы. Также вот с 1 января 2015 года вступил изменение и правила, значит, нахождения иностранных граждан в Российской Федерации. И очень много прав это дано, значит, субъектам Российской Федерации. Да. В этой связи, значит, страны у нас подразделяются, ну, на 3 основные группы, будем говорить. Это вот дальнее зарубежье, так, дальнее зарубежье, которые приезжают на территорию Российской Федерации, въезжают по визе, так, по визе. Для них сохранилась квота, система квотирования. Да. Это квотирование, оно, значит, утверждается решением правительства Российской Федерации по каждому субъекту. Так? Ну, в основном это у нас Китай, Индия и другие дальние зарубежья. Так? Это вы говорите сейчас о высококвалифицированных специалистах из из дальнего зарубежья. Из дальнего зарубежья. Это, так? если я не ошибаюсь, называются экспаты. Ну, да. Да, вот. И, значит, так называемое ближнее зарубежье СНГ, для них действует патентная система. Это Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и так далее. Эти страны, Молдавия приезжают. Так, для них существует патент. Стоимость патента сегодня 7106 рублей. Достаточно высокая, она самая высокая среди всех субъектов Российской Федерации. Сегодня мы считаем, что это оправдано. Так. По патенту, во-первых, приезжающий из этих стран, он должен сдать экзамен на знание русского языка. Обязательно. Должен пройти медосмотр на ВИЧ-инфекцию там, и так далее, и уже приобрести патент, и уже вести трудовую деятельность. И есть третья категория стран, это страны Евразес сотрудничества. Да? Кроме России, там Белоруссия, Казахстан, так, значит, Армения и Киргизия. Да? Вот 4 страны. Так. Ну, там существуют правила свободного перемещения труда и капитала, то есть к нам заезжают в основном граждане из Армении и из Киргизии в свободном порядке. Они регистрируются, становятся на учет Управления Федеральной миграционной службы и здесь уже свободно осуществляют свою трудовую деятельность. Они как бы нам не подконтрольны. Да? Но здесь в этой работе, конечно, есть безусловный приоритет. Это приоритет так называемым, ну, местным трудовым ресурсом. Так, это общий федеральный приоритет. Так. Ну и во-вторых, конечно, они вносят все-таки вклад в социально-экономическое развитие республики, да, иностранная рабочая сила. Поэтому эту оценку мы тоже ведем, их вклад. Так, поэтому здесь есть как положительные, так и отрицательные стороны. Вот. И, конечно, если иностранные, ну, в основном это Китайская Народная Республика, являются инвесторами, вот сейчас например, Петро-Хохуа, который строит там дорогу, так, подрядчик является Алрос. Конечно, межведомственная комиссия им дает добро. А еще ожидается компания, которая строительством будет заниматься иметь в виду Джора, да? Ну вот такие компании, ну они пока приехали только в составе 2-3 человек, это менеджмент, да, конечно, им дается как бы добро, так, если они вносят свой вклад, так, материальный в развитие республики, только так. Есть приоритет специальностей, которые есть, так, уровень заработной платы, рабочей профессии, квалификации. Все эти критерии мы отслеживаем и вносим на заседание Республиканской межведомственной комиссии, которая принимает решение, одобрить или нет. Дальше эти документы едут, значит, в Минвосток развития на согласование и утверждаются уже Минтрудом Российской Федерации. То есть то, что у нас, значит, здесь прошло, это еще не факт, что они, значит, утверждены. Да. То есть это принимает прерогативы все-таки федеральных органов. Степан Иванович, продолжим, пожалуй, ну так, миграционную волну, тему миграции. Программа «Соотечественники» должна заработать, если я не ошибаюсь, с января 2016 года. Да, это тоже программу департамент подготовил. Вы знаете, что в 2006 году Владимир Владимирович Путин принял, значит, утвердил эту программу. Цель, которая поддержать тех соотечественников, которые находятся за рубежом, так, приезду в Российскую Федерацию. Но прежде всего, конечно, чтобы они были квалифицированной рабочей силой. Преследуются там демографические, значит, задачи, да, и так далее. Понятно. Так? Поэтому с 2016 года Республика Саха-Якутия включается в эту общефедеральную программу. Так? На сегодняшний день в 57 субъектах
Российской Федерации эта программа работает. Так, но надо сказать, что те субъекты, в которых наблюдается социально-экономическая стабильность, то есть они могут обеспечить жильем, работой, детскими садами, школами, там эти программы работают. Ну, собственно, это свидетельство стабильности субъекта Федерации. Да, конечно, это, поэтому мы сегодня эту программу отработали. Там, значит, у нас два направления. Это, во-первых, это северно-арктические области, там, где у нас не хватает учителей, врачей и так далее. Мы надеемся, что найдем людей. Так, это Булунский, Нижнеколымский, Аллаиховский и так далее районы. И вторая группа улусов – это южные, промышленные, Алдан, Ленск, Нерюнгри и Мирный. Так. Со всеми с ними отработано. Здесь еще один момент такой, что, значит, в основном это задействуются федеральные деньги. Федеральные, то есть республиканскому бюджету нагрузка как таковой не будет. Так. Сумма, которую получает соотечественник, это порядка 200-250 тысяч рублей. Ну, в зависимости, куда он уедет, на север там, или, значит, на юг. Да. Поэтому эта программа заработает. Я думаю, мы ее реализуем достаточно успешно. Да. Дай бог. Степан Иванович, ваш департамент координирует нелегальную занятость. Да. Каковы ее масштабы сейчас? Да, вот нелегальная занятость или вот неформальные трудовые отношения – это на сегодняшний день бич всех трудовых отношений в целом по стране. Да. Сегодня Роструд оценивает, что порядка, разные оценки, 12-15 миллионов человек от экономически активного населения, их 72 миллиона человек, да, находятся в серой зоне. Так. Что это означает? Либо они получают частичную заработную плату в конвертах, что называется, тем самым уменьшают свой фонд оплаты труда и, соответственно, производят неполные отчисления или уменьшенные из базы отчисления в пенсионный бюджет недополучает в любом случае. Пенсионный фонд и так далее. Да. Да. Здесь тормозит и пенсионная реформа и так далее. Есть вообще черный рынок, где, значит... Это понятно. Да. Масштабы его каковы? Масштабы на сегодняшний день у нас по республике, это оценивает Роструд. 110 тысяч человек они оценивают. Так, это Роструд оценивает. И у нас задача такая, что 30% мы должны, значит, сегодня выявить, во-первых. Во-вторых, их легализовать. Так? Но здесь-то важно понимать то, что люди, работники, которые именно получают заработную плату в конвертах полностью или частично, они наносят прежде всего вред себе, урон. Так? Ну, потому конечно, что у них не будет, значит, страховой части пенсии в будущем. Ну, соцзащиты никакой. Не понятно, будет там больничных листов там, и так далее. Поэтому здесь правильно сказал один человек о том, что вот для молодых людей, вот я обращаюсь, можно сказать, что вот думал о пенсии с первой зарплаты. Это действительно так, об этом надо думать. Но работа сегодня на уровне республики организована. Вот эту работу мы ведем также совместно со всеми министерствами, ведомствами, муниципальными образованиями. Остается очень немного времени у нас. Время пролетает незаметно. Рынок труда очень мобилен, и это можно оценить по, собственно говоря, по рейтингу вакансий, который опубликован у вас на сайте. Я вот о чем хочу спросить. Что делается для поднятия престижа рабочих профессий? Ну вот рабочих профессий, действительно, у нас порядка из всего банка вакансий, порядка 66% это рабочих профессий. Так? 20 секунд осталось. Рабочих профессий. Поэтому, конечно, профориентационная работа среди молодежи. И вот мы буквально в среду 11 числа совместно с Минобразованием, Министерством профобразования проводим профориентационный форум, там, где будут, значит, у нас более 50 крупных компаний. Степан Иванович, спасибо большое. Да. Среда 11 число. Да, дорогие друзья, сегодняшний выпуск «Арены событий» завершен. Смотрите нас завтра, 10 ноября в 19:15. Поговорим, разговор пойдет о 40-летии города Нерюнгри и Нерюнгринского района. «Арена событий» – программа для тех, кто хочет знать события в лицо. До свидания.